Ну, председатель Совета старейшин настаивает, если зачитаю. Против Аюшина проголосовало 27 человек, против Гвозыкова проголосовало 7 человек, против Майнакашеву 5 человек, против Торосова 8 человек, против Трошкиной 6 человек, против Тугужековой 6 человек и против Воронина тоже 6 человек. Остальные там по 2, по 3 человека, поэтому их можно не считать, да? Наверное. Значит, поэтому все это проголосовано, все бюллетени заполнены. Дети спрашивают, пауза будет? Слово для заключения представляется основному докладчику Торосову Владиславу Михайловичу. 14-й съезд Кавказского народа завершает свою работу. Закончилось обсуждение доклада, выступление делегатов. Всего выступило, записалось у нас 20 человек, выступило 18. В том числе выступили руководители городских, районных советов старейшин, выступили представители органов местной власти, предприниматели, рабочие, служащие и представители творческой интеллигенции. Хотелось бы от души поблагодарить всех делегатов съезда за содержательный разговор. И, скажем, было очень много хороших предложений. И надо сказать, что очень хорошо, что у нас существует такой замечательный форум, как съезд народа. Значит, где на съезде мы имеем возможность свободно в кругу, так сказать, своей национальной семьи обсудить итоги нашей жизни, порадоваться успехам, обсудить наболевшие проблемы, попытаться найти пути их решения. И как показывает опыт прошлых съездов, часто удается проводить их неформально, как говорится, для галочки, как проводятся, скажем, некоторые официальные органы власти. Значит, а для того, чтобы реально поправить фактическое положение дел. На этот счет у нас есть замечательные примеры прошлых съездов. Значит, ну, хотя бы вспомнить два примера. Допустим, что в 2017 году съезд принял у нас введение единого имени народа. Значит, и это имя утвердилось, состоялось, и уже почти век, значит, мы именуемся одним именем Хакасия. Значит, в 90-м году съезд принял решение о повышении статуса Хакасии до уровня республики. И, как вы знаете, что вот уже почти 25 или больше уже лет, значит, наша Хакасия живет в статусе республики. Одной из 20 республик, которые есть в Российской Федерации. Проведение съездов и создание советов хакасских старейшин – это, надо прямо сказать, замечательное изобретение наших предков. И мы должны дорожить ими и эффективно использовать эту форму для решения ключевых проблем нашего этноса. Хочу сказать, что все выступающие значительно расширили круг обсуждаемых вопросов, которые беспокоят сегодня население. В докладе было упомянуто, ну, может быть, десяток таких проблем. Вы их намного увеличили, так расширили этот перечень. Все эти вопросы, все проблемы, которые сегодня делегаты съезда поставили, они, несомненно, будут внимательно изучены новым составом Республиканского совета старейшин и станут основой для его работы на предстоящие годы. Сегодня мы договорились, что в предстоящий период в каждой семье мы начинаем основательно заниматься хакасским языком. Обучаем разговорному языку всех детей и на этой основе передаем наши замечательные обычаи, традиции молодому поколению.
Лозунг «Сохранить язык и передать его потомкам» должен быть наполнен конкретным содержанием. И, как уже говорилось на съезде, что уважительной причиной для незнания родного языка молодым человеком может быть только одно – сиротство или вынужденное воспитание в неполной семье. В предстоящий период контроль над изучением хакасского языка должны взять на себя все районные и городские советы старейшин. Но главная нагрузка все-таки ложится на старейшин родов в каждом районе, городе, там, где они у нас есть. Это должно стать для всех нас центральным направлением работы. Значит, и второй вопрос, это мы должны серьезно развернуться лицом, так сказать, к вопросам сохранения нашей природной среды. Принципиально отстаивать наше конституционное право на здоровую среду, на среду обитания. Только совместными усилиями мы можем отстоять свои права и сохранить природу для будущих наших поколений. Значит, в ходе съезда поступило более почти 15 вопросов в разных формах, в записках, так в выступлениях и все прочее. Значит, мы хотим вам сказать, вот, президиум, что все ваши вопросы не останутся без внимания. Все они будут включены. У нас до этого, вы знаете, что был составлен буклет критических выступлений, замечаний, вопросов, которые поступили в адрес съезда. Все мы эти то, что сегодня вопросы появились, мы их включаем, дополняем вот второй буклет и передаем для решения, значит, органам власти, и республиканским органам власти, и, значит, нашим городским, районным, то есть местному уровню управления. Скажем, я думаю, что по результатам их рассмотрения, значит, мы вас проинформируем все население, значит, о том, как выполняются вот эти поручения, как выполняются, решаются те вопросы, которые были поставлены и на съезде, и в преддверии съезда, и так далее. Ну, короче, этот разговор не должен быть пустым. По каждому вопросу должен быть дан ответ. Значит, вопросов вот много, мы их скомпонуем, распределим по темам и передадим для решения, значит, в официальные органы власти. Значит, мне бы хотелось пожелать, чтобы вот все присутствующие здесь делегации активно включились в решение тех вопросов, которые мы здесь обсуждали. И хотелось от души пожелать вам успехов в выполнении тех задач, которые были поставлены нашим съездом. Большое спасибо вам за участие, за содержательный разговор. Успехов! Спасибо, Владимир Михайлович. Уважаемые депутаты, нам необходимо закончить работу съезда, то есть то, зачем мы здесь собирались. То есть утвердить отчет Республиканского совета старейшин, дать оценку его работы за отчетный период и принять резолюцию съезда. Поступило предложение признать работу Республиканского старейшин хакасского народа удовлетворительной. Других предложений нет? Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против? Воздержались? Спасибо.